Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о ярких событиях из столетней истории ТАССР. В этот день, в 1934 году, родился знаменитый тяжелоатлет республики Александр Курынов. В 60-е годы спортсмен выиграл множество союзных и международных соревнований, став олимпийским чемпионом, победителем чемпионатов мира и Европы. Именно с него и началась славная история тяжелой атлетики в республике. 8 июля 1986 года начались вторые, спустя 30 лет, гастроли Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Москве. Выступления удостоились множества положительных отзывов. И в этот же день, в 2002 году, КАМАЗ принял участие в выставке военной техники в Нижнем Тагиле. Автозавод представил машины разных модификаций, созданные специально для армии и погранвойск. Ну а мы переходим к событиям сегодняшнего дня. Семья, любовь и верность. Семья – это самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в своей жизни. Что помогает татарстанцам создавать большие семьи, узнал Дмитрий Аринин. На свой страх и риск. На Камском море в Лаишево небывалое оживление. Знает ли купающиеся о том, что пляж еще закрыт в связи с пандемией, узнал Рамиль Шайдуллин. Аномальная жара набирает обороты. Только пока сидит здесь, потому что жара это невыносимая, конечно. Побьет ли это лето знойный рекорд 2010 года, узнавала Юлия Муратова. Краснокнижные Казанского университета. Я хочу быть спортивным организатором, руководителем каких-нибудь крупных спортивных мероприятий, типа чемпионата мира. Как в этом году прошло вручение дипломов лучшим из лучших, увидела Айгуль Бадруддинова. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник в России учрежден в 2008 году и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В Казанском Кремле чествовали многодетные семьи. Рустам Минниханов вручил им госнаграды. Сейчас в республике проживает около 40 тысяч многодетных семей, а по коэффициенту рождаемости Татарстан лидер в Поволжье. В чем секрет большой семьи, пытался понять Дмитрий Аринин. Семья – это самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в своей жизни. Тем, кто не только обзавелся таким богатством, но и успешно его приумножает, сегодня поздравления и государственные награды. От всей души поздравляю вас с российским праздником, Днем семьи, любви и верности. Благодаря таким семьям, как вы, у нас растут воспитанные, талантливые и умные дети. Мы уверены в настоящем и будущем современного Татарстана. Указом президента Российской Федерации Высокую российскую награду медаль ордена «Родительская слава» получила семья из Балтасинского района Булат и Фирая Зейдиновы. Супруги воспитывают 4 сыновей и дочь. Папа руководит сельхозпредприятием, мама занимается благотворительностью. Семью уже признавали самой успешной в Поволжье. Самое лучшее, самое надежное, гарантированное, застрахованные инвестиции – это наши дети. И в первую очередь не наши материальные, финансовые затраты, а именно наши духовные, наши моральные вложения, они всегда окупятся. Награды сегодня персональные многодетным мамам. Медаль «Анна Дане», «Материнская слава» Рустам Минниханов вручил жительницам Апастовского, Кукмарского, Бавлинского, Сармановского, Тетюшского и Азнакаевского районов республики. Сейчас в Татарстане проживают порядка 40 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их становится все больше. Как сегодня подчеркнули, в республике есть все условия, чтобы татарстанцы создавали большие семьи. На это работают десятки социальных программ. Возводится доступное жилье, садики, школы и инфраструктура для досуга и отдыха. Дмитрий Аринин, Сергей Кузьмин, ТНВ, Казань. Супруги Зиядиновы из Балтасей стали героями и в президентском аккаунте в Инстаграм. Президент выложил фото 3 семей. Семья Прохоровых из Нижнекамска вместе живет уже более 60 лет. У молодой семьи Хафизовых из Казани уже 2 сына. Как отметил Рустам Минниханов в своем комментарии, доверие и взаимовыручка – основа крепкой семьи. Истинная любовь делает людей по-настоящему счастливыми. Праздник становится популярным, и эту дату заранее выбирают для регистрации брака, несмотря на то, что это середина недели. Сегодня узами брака только в Лаишевском районе скрепили свой союз 3 пары. В ЗАГС пришли и те, кто прожил в браке больше 40 лет. Почему любви все возрасты покорны, разбирался Рамиль Шайдуллин.
Прошу ответить, ваш жених. Так становятся молодоженами. Счастливые моменты торжества семья Киселевых запомнит надолго. Они скрепили свои сердца в день семьи, любви и верности. Потому что это наш общий семейный праздник. Мой брат со своей супругой решили в этот день пожениться, и мы тоже так же. Именно родные подали пример, а уже эти молодожены его подхватили. Пример-то оказался удачным. Крепкая семья, маленькие дети. Мы не знали, мы просто сначала поженились, потом только узнали, что это день семьи. Таких, выбравших эту дату днем своей свадьбы, в Лаишеве сегодня сразу 3 пары. Вот и семья Сергеевых из таких счастливчиков. Все вокруг вот прям благоволит нашей семейной жизни. И, конечно, этот день мы будем отмечать традиционно, ежегодно. Их марш Мендельсона прозвучал аж 42 года тому назад. Семья Артемьевых отмечает перламутровую свадьбу. Их поздравляют родные, друзья, руководство района. Секрет в нашей любви, уважении друг к другу. Ценим, во-первых, друг друга, любим, уважаем. Стараемся, чтобы все было у нас, в нашей семье замечательно. В Республике Татарстан очень много таких красивых, таких счастливых семей, которые воспитали и детей, которые сейчас воспитывают и внуков. И до сих пор, и сегодня они счастливы, потому что они вместе. Семей Лаишевского района сегодня стало больше еще на 3, доказав, что и семья, и любовь, и верность для них не просто слова. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Лаишевский район. Как сегодня отмечали День семьи, любви и верности в районах республики, события насыщенного дня собрала Светлана Звонарева. В Набережных Челнах в этот день чествовали 8 семейных пар. Из рук мэра города супруги получили медаль за любовь и верность. Среди виновников торжества были и многодетные пары. Одна из них – чета Толпеевых, которые воспитывают 13 детей. Любовь – это не только чувство. Любовь – это жизнь. Это долготерпение, это милосердие, это воздержание, это умение прощать, умение вмещать друг друга. Это проявление кротости и смирения по отношению друг к другу. Символическим этот день стал и для молодоженов, которые сегодня связали себя узами брака. Глава города вручил им свидетельство о бракосочетании и подарил памятный подарок – портрет новобрачных. В Нижнекамске отметили праздник монументально. В парке с говорящим названием «Семья» открыли скульптуру, где запечатлены родители с 2 детьми. Композиция получила название «У меня есть семья». Семья для меня – это крепость, тыл, это опора. Семья – это все. И дети, и внуки. Вся наша жизнь. Сегодня медаль материнской славы из рук президента республики получила Гульнара Фаттахова из Азнакаевского района. Она мать 5 детей. Накануне вместе с супругом они получили поздравления от руководства района. Всего здесь проживает 36 семей, которые имеют 5 и более детей. Самое главное, чтобы они были живы, здоровы, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы они любили друг друга, чтобы дети были счастливы. В честь Дня семьи, любви и верности 10 семей Нурлата получили поздравления. Супружеская пара Валиулиных вместе 73 года. В знаковый день они получили медаль за любовь и верность. Среди приглашенных пар были участники и победители районного фотоконкурса в номинации «Самая большая и дружная семья». Было фото у нас. Вот это я отправила. И дети мои отправляли, оказывается, одно и то же фото. Семья – это на то семья, чтобы вот все для одного человека старались, и один человек за всех старается там. В Альметьевске в этот день в одних семьях праздновали рождение ребенка, в других играли свадьбу. В праздничную дату из роддома выписали 9 мам с малышами, а сочетались браком 7 пар. Самое главное, самое важное, что из жизни моя семья. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. В республике аномальная жара только набирает обороты. По данным гидромедцентра, в Татарстане столбики термометра на этой неделе могут подняться до 37 градусов. Аномальные температуры вызваны обширным антициклоном. Будет ли побит знойный рекорд 2010 года и насколько опасна такая жара, специалистов спросила Юлия Муратова. Пей, давай. Семья Фатыховых сегодня спасается от жары как может. Рассказывают, сами могут пересидеть дома с кондиционером, а вот детей удержать невозможно. С самого утра они купаются в фонтане в местном парке. Дети возле фонтана, конечно же.
какое время? Обычно утром, либо вечером. Днем стараемся не выходить, потому что, очень тяжело. Парки с фонтанами стали популярным местом отдыха буквально по всему городу. На столбиках термометра днем 35 градусов. Она с нами справилась, мы с ней не справляемся. Мы с ней боремся с помощью этого фонтана. Еле-еле вытащили, никак не соглашается, никуда уходить не хочет. Как тебе фонтанчик? Холодный, но теплый. Справляемся только пока сидя здесь. Потому что жара это невыносимая. Сейчас уже вечереет, фонтан, включается подсветка, а солнце не такое жарко, но детей из фонтанов вытащить просто невозможно. Дети, вода теплая! Это место сегодня объединило всех, и детей, и взрослых. По данным синоптиков, жара на этой неделе может дойти до 37 градусов. Ее уже назвали аномальной. Превышение нормы на 9 градусов. Все по причине влияния на регион обширного антициклона. Сейчас у нас здесь антициклон, то у нас воздух сверху в большей степени оседает, и поэтому примесь всякого рода, она остается здесь внизу. Ультрафиолета много, и, кстати говоря, и озон может быть норм повышаться. Однако, отвечая на опасения жителей, Гидромедцентр признает, что это лето с засушливым 2010 годом несравнимо. 2010 год он особенный в метеорологическом плане, климатическом, агрометеорологическом. Но там был гораздо более продолжительный период вот таких критических температур. В этом году пока такого нет. Однако аномальная жара, если не для хозяйства, то для организма остается экстремальной. Врачи призывают татарстанцев быть внимательны к своему здоровью. Повышается риск возникновения различных обострений заболеваний, тромботических осложнений. Поэтому, если вам ранее были назначены препараты, которые разжижают кровь, аспирин, антикоагулянты, пожалуйста, не забывайте их принимать. Но уже на выходных жителям республики станет чуточку комфортнее. Через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, и температура опустится на 10 градусов. А местами пройдет пусть небольшой, но для кого-то долгожданный дождь. Юлия Муратова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. И уже небывалый наплыв людей зафиксирован на пляже Влаишево на излюбленном казанцами Камском море. Яблоку негде упасть, хотя он так и не открылся официально. В Татарстане еще не снят третий этап ограничений. Почему отдыхающих это не пугает и как с их наплывом борются власти, разузнал Рамиль Шайдуллин. Жара и солнце, отдыхающие уже с самого утра на Лаишевском пляже. В метре, а то и в полуметре друг от друга, несмотря на опасную эпид-обстановку. Хотя пляж официально так и не открылся этим летом и не работает пляжная инфраструктура, фактически отдыхающие открыли его сами. На море сейчас никак, поэтому вот на наше море приехали. Не знал, что он не работает. Первый раз на пляже, узнал это через соцсети. Вода отличная. Возможности уехать куда-то далеко не предоставляется возможностью, а здесь 2-3 часа душа отдыхает. Как видно, яблоку негде упасть, и это несмотря на то, что официально пляж еще даже не открылся. Вот здесь можно видеть трактор, которым даже перегородили дорогу, чтобы сюда заезжало как можно меньше людей. Это связано с пандемией. Как говорят в районе, пока не снят третий этап ограничений, рисковать они не могут. На столбах и у входа предупредительные надписи «Купаться запрещено», но и это не помогает. К Камскому морю ежедневно едут тысячи отдыхающих. Запретить им и не пускать к воде в Лаишево не могут. Их оружие – информация. В настоящее время у нас пляж в Камском море закрыт. Во всех общественных местах на пляже вывешиваем объявление, что пляж закрыт, купание запрещено. Их, конечно, систематически срывают, мы их обновляем, но людей это все равно не останавливает. То есть люди как шли, так идут, как купались, так купаются. То есть практически не соблюдается никакой режим самоизоляции. Как утверждают в районе, в этот коронавирусный год людей на пляже даже больше, чем в прошлый, эпидемиологически благополучный. Жаркая погода привлекает всех людей. В основном жители Казани, они стремились в город Лаишево на Камском море, на пляж. Конечно, официального разрешения на работу пляжа нет. Мы не можем дать, потому что есть запрет, есть ограничения Роспотребнадзором. Мы во всех средствах массовой информации и в социальных сетях разметили информацию, что пляж не работает. И на самом деле пляж официально не работает. Пока не снято ограничения, официально пляж открывать не будут. Но в Лаишево надеются на сознательность отдыхающих. Ведь каким бы ни был столбик термометра на улице, это не так страшно, чем высокая температура от коронавируса. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Лаишевский район.
Тем временем в Татарстане подтверждены еще 2 смертельных случая от коронавируса. Скончались жительница Верхнеуслонского района и житель Нижнекамского района. В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомического исследования. На сегодня в республике зафиксировано 35 новых случаев. 16 человек госпитализированы, 19 получают лечение на дому. Большинство – это жители Казани пенсионного возраста. Также, как сообщает оперштаб, за минувшие сутки вылечились 66 человек. За все время в Татарстане зарегистрировано 4858 случаев COVID-19. Выздоровели 3705. Последний татарстанский генерал-полковник, доктор технических наук, профессор и академик скончался от коронавируса в Москве. Абреку Аюпову, бывшему заместителю главнокомандующего ВВС России по вооружению, было 84 года. Он родился в Татарстане в селе Янсат-Турмыш. Окончил Казанскую школу ВВС, награжден орденом 3-й степени за службу Родине в Вооруженных силах СССР и знаком почета. Абрек Аюпов – заслуженный деятель науки и техники России. Приносим свои соболезнования родным и близким. Совет по правам человека при президенте России предложил отменить все штрафы за нарушение режима самоизоляции. Быть ли первой административной амнистией в стране? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. И хлеб покупают, и коммунальные услуги оплачивают. Трудности у нас по оплате коммунальных услуг были и сейчас есть. Только почта работает 3 дня за неделю, а населения много. Как терминалы шаговой доступности изменили жизнь деревенских жителей, знает Алия Хайрудинова. Краснокнижные Казанского университета. Я хочу быть спортивным организатором, руководителем каких-нибудь крупных спортивных мероприятий, типа чемпионата мира. Как в этом году прошло вручение дипломов лучшим из лучших, увидела Айгуль Бадрудинова. С руководством СМП банка сегодня встретился Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме правительства. На ней обсудили взаимодействие в рамках реализации национальных проектов и поддержки развития промышленного комплекса республики. Также речь шла о внедрении современных банковских технологий и развитии инфраструктуры на территории республики. Бюджет Татарстана может сэкономить до 70 миллионов рублей за счет отказа от индексации зарплат госслужащих. Эту меру сегодня обсудили на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. За полгода татарстанская казна уже не досчиталась 30 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. При этом федеральный бюджет пока покрыл только 13 миллиардов. Несмотря на это, депутаты сегодня подготовили законопроекты по сохранению ставок налогов по упрощенке и продлению льготных налогов на имущество организаций для технопарков. Исходить из реалий, которые складываются у нас с доходами, поступающими в бюджет республики. Доходы, к сожалению, мы недополучаем. Я говорил, что 5 месяцев нам дали где-то 37 миллиардов в целом консолидированного бюджета, да? Пришли за хлебом и тут же на кассе заплатили за коммуналку. Такой социальный проект в отдаленных деревнях запустил татарстанское отделение Сбербанка. На кассе можно и снять деньги со счета. Об этом в сельской глубинке можно было только мечтать. Теперь это уже реальность. С начала года подобных операций совершено более 3000. Как изменилась жизнь в селах и что из себя представляют кассы-банкоматы, расскажет Алия Хайрудинова. Деревня Старая Чурилина до Арского района 15 километров, до Высокогорского все 30. И столько приходилось проезжать горожанам, чтобы просто заплатить коммунальные услуги или снять деньги. Сейчас ситуация меняется в корне. Столь привычные для горожан терминалы кочуют в деревне. Мне бы пирог с курагой. Да. Пирог и еще мне 500 рублей бы снять. Пожалуйста. О том, что ближайший банкомат в нескольких десятках километров, здесь уже забыли. Вот и Диляра Шагиева в сельском магазине совмещает приятное с полезным. Пирог к чаю, наличные на нужды. Теперь рады очень. У нас напротив магазин, есть терминал, мы снимаем сколько нам надо. Я думаю, сама рада и думаю, что все рады жители деревни.
Услугу в банке назвали красиво кэш-аут. Для села слово непривычное, им ближе другое. Кэше значит для человека. Уже с начала этого года жители республики совершили более 3000 операций по снятию наличных. Терминалы есть в 32 районах почти во всем Татарстане. В июне месяце я оплатила услуги через ваш магазин и хотела бы оплатить за июль. Можно? Можно. Не копить долги и забыть про коммунальные платежи можно здесь же. Аппарат считает штрих-код, деньги спишут с банковской карты. Раньше в Старом Чурилино платили по счетам только на почте. Правда, работала она 3 дня в неделю. Жителям приходилось стоять в очередях и даже писать жалобы. Они еще на почте придут, они еще стоят в очереди. Там народу много. И вот когда вот эту программу поставили, принятие коммунальных услуг, очень удобно, конечно, население приходит, оплачивает услуги и говорят спасибо, что все это сделано для народа. Оплата услуг ЖКХ пока доступна в 17 районах Татарстана, но список растет. Проект оказался успешным. Сельчане только с начала этого года сняли со своих счетов в кассах магазинов без малого 4,5 миллиона рублей. Для нас во многом содержание сельской филиальной сети – это социальный проект. Понятно, что там далеко не те деньги, не те доходы, которые банк мог бы заработать, используя тот же самый капитал, например, в крупных городах. Для нас вопрос сохранения своей филиальной сети всегда был приоритетом и определенной социальной нагрузкой. До конца этого года в банке планируют расширить спектр услуг на селе. Терминалы на кассах заработают на полную мощность. Можно будет пополнить счет или перевести деньги. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань, Арский район. Кто-то мечтает организовать и провести чемпионат мира по футболу, другой сделать химическое открытие, третий – учить детей. Сегодня в Казанском федеральном университете вручили красные дипломы 23 лучшим выпускникам 2020 года. Каково это – окончить одно из 100 лучших учебных заведений в мире, и кому же не придется искать работу, расскажет Айгуль Бодрудинова. Нур Ильдусович Газипов. Памятная статуэтка, благодарственное письмо и, конечно же, заслуженный красный диплом из рук самого ректора. Так почетно сегодня выпустили 23 лучших студентов-активистов университета. Между собой их называют краснокнижными. Я хочу быть спортивным организатором, руководителем каких-нибудь крупных спортивных мероприятий. У дипломированного пиарщика большие планы. Возможно, следующий чемпионат по футболу вы будете организовывать. Я думаю, что это будет слишком быстро, через 2 года. Наверное, я еще не добьюсь этой цели, но году так 2026 или 2030 будет именно так. Также встречаем, конечно же, Айгуль Альфисовну бурными аплодисментами, которые ни в коем случае не смолкают. Геологи, биологи, учителя и журналисты. В 2020 году университет окончили более 9000 студентов. 2661 из них с красным дипломом. Традиционно вручение красных дипломов лучшим из лучших проходит в императорском зале Казанского федерального университета. Но в этом году в связи с пандемией решили перенести мероприятие в ректорский дворик главного здания. Конечно же, все в масках и перчатках, а также прошли тест на ковид. Ну а вот и герои сегодняшнего дня также получили сегодня красные дипломы. Их лица вам хорошо знакомы. Они уже работают на ТНВ и делают классные сюжеты. Ребята, вы и здесь не можете без работы? Конечно, мы снимаем сюжет для личного архива. Сегодня для личного архива, а уже завтра для новостей Татарстана. Они успешно работают на нашем канале. А теперь еще и дипломированные специалисты. В голове только одна мысль. Наконец-то мы это закончили, но с другой стороны немножко грустно, что вот 4 года прошли как один миг. Но очень хорошо, что мы уже получили практику во время учебы и очень надеемся, что наше будущее будет хорошим, потому что мы уже работаем на ТНВ. Наверное, сегодня будет правильным сказать большое спасибо нашему любимому университету, нашим преподавателям. А я думаю, что закончить журфак – это большая гордость, и мы будем с честью носить это звание. Среди новых приоритетных направлений университета также биомедицина, IT-технологии и нефтяная инженерия. Буквально сегодня утром был опубликован рейтинг КУЭС, когда наш университет в предметном рейтинге в области Petroleum Engineering попал в топ-100 предметного рейтинга лучших университетов мира. Это говорит о том, что мы готовим лучших специалистов в этой области и одни из лучших в области исследований. КФУ – один из лучших университетов в России по подготовке медиков, юристов и экономистов. Поэтому ежегодно в КФУ обучаются тысячи иностранных студентов. Некоторые даже не хотят уезжать обратно. Как, например, дипломированный политолог из Боснии и Герцеговины. Я надеюсь в будущем, далеком будущем, стать послом в своей стране. Надеюсь в России, чтобы снова вернуться сюда и использовать и знания своего русского языка. И надеюсь приезжать в Казань. В этом году в КФУ
всего 5330 бюджетных мест. От абитуриентов онлайн поступило более 16 тысяч заявлений. Более 2000 иностранцев уже сдали вступительные экзамены. Еще раз хотелось бы просто поблагодарить вас за наши лучшие студенческие годы. Айгуль Бадрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго и берегите себя. Мечты сбываются в гипермаркете «Унидом». Акция «Сковорода-гриль» всего 399 рублей. «Унидом». Вся посуда в нем. На родины 7D. Для тех, кто заботится о главном. Весь июль в автоцентре «Марка» Datsun от 374 400 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Чувство радости способно лечить. А в аптеках «Фармленд» всегда есть повод для радости. Летняя распродажа. Покупай со скидкой до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. Здравствуйте! Лето в разгаре. Июль радует жарой и солнцем. О погоде на 9 июля чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» – заботы о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг на юго-востоке в Бугульме, Павлах, Азнакаево будет солнечно и очень жарко – 32 градуса днем. Знойная и сухая погода сохраняется и на северо-востоке Татарстана. Синоптики обещают до 33 градусов жары. На севере Татарстана – в Агрызе, в Менделеевске, Актаныше солнечно, синоптики осадков не обещают. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси малооблачно. Днем столбики термометров покажут 33 градуса. Жители юго-запада республики также ожидает жаркая погода без осадков. Берегитесь перегрева. Собираясь на прогулку, не забудьте головные уборы. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше сохраняется солнечная и сухая погода. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В республике также сохраняется пожароопасная ситуация. Будьте осторожны при обращении с огнем. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. Со 2 по 31 июля в аптеках «Экона», аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Троксивазин – 183 рубля, Нурофен – 134 рубля, Альмагель А – 219 рублей. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани в среду будет малооблачно, сухо и очень жарко. Ночью 23 градуса выше нуля, днем плюс 34. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 44%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.